Вітаю, це Суспільне, програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону сьогодні, 16 вересня, ухвалив рішення щодо 8 фігурантів так званої справи Хізбут-Тахрір 2-ї Бахчисарайської групи. Всіх, крім одного, засудили до тривалих термінів ув'язнення в колонії суворого режиму. Зокрема, Марлену Асанову було призначено вирок 19 років суворого режиму, Мемету Білялову – 18 років та 1,5 роки обмежень, Тимуру Ібрагімову – 17 років і 1,5 роки обмежень, Сервєру Закір'яєву – 13 років, Сервєру Мустафаєву – 14 років і рік обмежень, Сейрану Салієву – 16 років з обмеженнями на 1 рік і Едему Самаїлову – 13 років з обмеженням на 1 рік. Ернеса Аметова визнали невинним. Його справу закрили, а самого його відпустили прямо з зали суду. Про це більш докладно ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. З нами на зв'язку Ескандер Барєєв, член Меджлісу кримськотатарського народу та голова Кримськотатарського ресурсного центру. Вітаю вас, пане Ескандере. Добрий вечір. Ну от, як ви розцінюєте цей вирок? Тому що, от що стосується Ернеса Аметова, то в нашому ефірі адвокатка Ліля Гіміджис повідомила про те, що для нього самого це було несподіванкою. Що він був розгублений, коли почув. І взагалі, вона говорить, це було дуже дивно, тому що суддя замість того, щоб зачитувати вирок, почав пояснювати, чому Ернес Аметов, чому він не є винним. Це було дуже дивно, за її словами. Як ви думаєте, що відбувається? Чому раптом в справах по Хізбут-Тахрір, які завжди були які мали завжди такий дуже сильний політичний підтекст, і жодні аргументи адвокатів не діяли, тут раптом от такий вирок? Ну, в первую очередь, я хочу все-таки поздравить Эрнеса Аметова и поздравить его адвоката Айдара Заматова с тем, что именно на суде, когда должны были вынести приговор, как раз таки он оказался на свободе. Все, что остальные там моменты, почему это так произошло или как, конечно же, это потом в дальнейшем можно будет проанализировать. Но скажу одно, дело в том, что у всех фигурантов, а их 8, у них не разные адвокаты в целом. И кроме того, я хочу обратить внимание, что гособвинение запрашивало более высокие сроки, и, конечно же, в целом суд все-таки вынес приговоры, снизив сроки конечные, и, соответственно, мы видим в среднем где-то у кого-то на 3 года меньше и так далее. Но при всем том, никто не сомневался в том, что будут вынесены приговоры с достаточно высокими сроками, потому что я думаю, что 19 или там 17 лет это уже высокие, 13 лет это тоже очень высокие сроки, большие вернее сроки. И поэтому то, что целенаправленно ведет эту работу оккупационная власть и людей, которые имеют гражданскую профессию, людей, которые ранее, до того, как они попали за стенки ФСБ, занимались волонтерской деятельностью, занимались благотворительной деятельностью. Вот, к примеру, если мы возьмем Марлена Асанова, то мы его, как Кримськотатарський ресурсный центр, номинировали в 2017 году на премию «Волонтер года». И он стал номинантом, он стал лауреатом, вернее, премии «Волонтер» 2017 года. Вот здесь мы видим другой посыл. Когда у Закирьяева 13 детей, и я так понимаю, когда 13 детей, то суд должен был пойти на уступки и понять, что у этого человека, он в первую очередь является кормильцем 13 детей. И эти 13 детей, они лишают на 13 лет, скажем, право на отцовскую ласку и на надлежащий уход за этими детьми. Но при всем том, здесь мы должны учесть, что у адвокатов есть своя тактика, своя стратегия работы. На самом деле мы коммуницировали и по делу, связанному с Эрнесом Аметовым, потому что
мы, как правозащитная организация, мы не вмешиваемся в процесс или в работу, в тактику адвокатов. Но мы практически всем адвокатам предлагаем свои услуги по помощи подготовки документов и направления в международные суды, в частности, в Европейский суд по правам человека. В том числе мы нарабатывали этот процесс и в отношении Эрнеса Аметова, но этот процесс пока был приостановлен, потому что в этом не было, ну скажем так, сами заявители на определенный момент они просто попросили не проявлять в данном случае инициативу. Поэтому я думаю, то, что произошло в первую очередь, с одной стороны, мы можем рассматривать как маленькую победу. С другой стороны, мы можем все-таки дать посыл, во-первых, и родственникам, и дать посыл, скажем, самой оккупационной власти, потому что все равно у нас ряд дел, связанных именно по делу Хизбут-Тахрир и по статье 205.5, и понятно, что, оказывается, все-таки могут политузники решением суда оказаться на свободе. И третье, конечно же, для нас очень важно, чтобы все-таки мы продолжали активную такую работу, и я имею в виду адвокационную работу, для того, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию, на тех чиновников, на судей, которые принимают на самом деле неправомерные решения и противозаконные, которые нарушают как міжнародне право, так і українське законодавство. Ну, от щодо вини невинуватості, ну, от я не сумніваюся, що не винні всі. Тому що російське законодавство, яке трактує діяльність молитви людей, трактує як екстремістська або терористична діяльність молитви, ну, пробачте, це не правовий аспект. Тобто, ну, не можна просто інкримінувати такі тяжкі злочини, ознакою злочину, вважаючи молитву, навіть не розмову про якийсь там теракт, або, ну, тобто, просто люди між собою. Тобто, навіть це є неправовим. І на ваш погляд, от те, що зараз відбувається, чи не схоже це на певну таку гру, на певну ломку, певний тиск на всю кримсько-татарську спільноту? Тому що от мені тут згадується підручник, який писав свого часу Віктор Франкл, відомий психіатр, він був узником нацистських таборів, і він описував цю технологію, він говорив, що є певні групи, які є нелояльними до тоталітарних режимів, і з цієї групи, наприклад, висмикують лідерів, саджають їх до тюрми, а прості люди спокійно, ну ті, хто поділяють ці погляди або є членами групи, вони спокійно собі існують і навіть не приховують. І тоді виникає сумнів на загал, посилається сигнал, мовляв, дивіться, які політичні переслідування, ну інші же не саджають. Або інша історія, коли лідери думок є на волі, а інших тільки за певну лояльність, за підозру, що вони поділяють погляди, можуть запроторити до таборів. Це така ломка, розумієте, яка є сигналом для всіх, що немає ніякої гарантії. От на ваш погляд, чи не бачите ви от такої гри, такої системної гри Російської Федерації проти кримсько-татарського народу у справах, які ми з вами, навіть з вами обговорювали в цьому ефірі вже останні місяці? Я маю на увазі і справу про яку ми говорили, щодо звинувачення в недонесенні на Фейсбук-аккаунт. От всі ці речі, чи не є вони тривожними, на ваш погляд? Ну, в первую очередь, я бы не спешил бы делать каких-то выводов, потому что и адвокат, и семья Эрнеса Аметова, и сам Эрнес Аметов, они, конечно же, я думаю, что рады тому, что он все-таки оказался на свободе. И здесь мы только можем поприветствовать. С другой стороны, конечно же, мы имеем дело с целой системой. Системой, которая связана с имперскими, скажем, амбициями, с одной стороны, и с другой стороны, у которой действительно очень четко налажены механизмы, когда ставится цель, возможно, вбить клинья
между людьми, в том числе бить клинья между людьми, которые обвиняются по одному делу. Потому что мы же понимаем такие технологии, когда могут рассматривать, что а почему вдруг ему, неужели может он там что-то там на что-то согласился и так далее. Могут быть разные сейчас мысли, но я думаю, что нам не нужно спешить делать каких-либо выводов. То, что Эрнест Аметов сегодня на свободе и вернется к своей семье, это уже, я бы больше рассматривал как маленькая победа. С другой стороны, мы должны мобилизовать силы и дать посылы всем остальным политузникам, по какому бы они делу не проходили, по делу иеговистов, свидетелей Иеговы или по делу Хизбут Тахрир, мы должны дать посыл, что мы, находясь здесь, будем делать все и продолжать бороться за их освобождение. И рано или поздно они будут на свободе. Возможно, действительно, Российская Федерация таким способом пытается больше показать картинку для международных площадок, для международной общественности, показать о том, что ну вот же мы не настолько там злые, и мы не преследуем расовую и религиозную дискриминацию. Вот человек отказался от того, что он является причастным к Хизбут Тахрир, и в соответствии с российским законодательством, в котором запрещен Хизбут Тахрир, этот человек, пожалуйста, решением суда оказался на свободе. Понятно, что это будут манипуляции, понятно, что это максимально будут использовать российские чиновники, российские дипломаты, но при всем том наша задача суметь показать системность этой работы и показать о том, что все-таки Хизбут Тахрир, а я в этом убежден, что в первую очередь Хизбут Тахрир это является инструментом манипулятивным для того, чтобы показать, что крымские татары являются угрозой, скажем, в религиозном плане в этом регионе. И часто они в том числе и пугают Хизбут Тахриром непосредственно все регионы ОБСЕ. Поэтому в данном случае я думаю, что нужно делать выводы, нужно анализировать тактику тех или иных адвокатов, нужно обмениваться опытом и, конечно же, стремиться к тому, чтобы наши политузники все-таки оказались на свободе. Я хочу зачитати вам реакцію МЗС України, тому що є вже реакція. Міністерство закордонних справ, ну, по-перше, висловлює рішучий протест через неправомірні рішення Російської Федерації щодо вироків. Говориться про те, що відомці говориться про те, що терміни є величезними, що вони неадекватні, а також говориться, я цитую, досудове слідство та судовий процес відбувалися із численними процесуальними порушеннями та в умовах цілковитого ігнорування наданих захистом доказів про непричетність обвинувачених до інкримінованих діянь. І далі МЗС, по-перше, робить висновок, що жахливі терміни ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями в терористичній діяльності є яскравим свідченням того, як держава-окупант активно використовує своє антитерористичне законодавства для маскування системних політичних репресій та релігійної дискримінації, спрямованих проти представників кримськотатарського народу. І МЗС звертається до міжнародного співтовариства із закликом відреагувати всіма можливими способами. Пане Іскандер, ну от ми знову повертаємося до того, що у цих заявах, які звучать від українських відомств, говориться про те, що слідство, судовий процес відбувалися з порушеннями. Тобто інкримінується до порушення процедур. Але проблема полягає в тому, що оці справи по Хізбут Тахрір, вони ж стосуються в тому числі і мешканців Татарстану, тобто і російських регіонів. В них є одна особливість. Там людям інкримінують ознаку злочину молитву, просто молитву. Тобто, ну це як сказати, що людина є вбивця, бо вона регулярно чистить зуби. Розумієте, це неможливо. І коли українська держава говорить про те, що є порушення процедури, чи недоцільніше було би показувати нацистський характер от цієї кримінальної статті, це по-перше. А по-друге, апелювати до гуманітарного права, говорити про те, що російське законодавство
впроваджене на території окупованого Криму, що є воєнним злочином, воно призводить до жертв, бо це є реальні жертви, люди, у яких по сукупності сотні років ув'язнення, майже 200 сирот дітей. Тобто говорити про це, що це не просто якісь порушення прав, а що це злочини і ось жертви. На ваш погляд, чи не варто змінити стратегію? Это достаточно сложный вопрос, но однозначно, наверное, украинское государство должно более жестко делать посылы, потому что нам важно, чтобы реальная реакция была международной общественности. Но хотя не на днях, а вот в ближайшее время мы знаем, что в августе месяце Комитет по правам человека ООН сделал запрос при подготовке очередного 8-го отчета для того, чтобы Российская Федерация дала соответствующие ответы. И, кстати, в одном из запросов есть как раз пункт о том, что Российская Федерация по борьбе с так называемым терроризмом чрезмерно использует данное законодательство, свое российское, для того, чтобы оказывать давление и дискриминацию в отношении крымских татар, в отношении проукраинских граждан. И вот таким образом мы, в принципе, видим, что пока, в принципе, да, это дает определенные результаты, потому что в числе вот перечня там, я сейчас не помню, по-моему, 14 вопросов, и из этих 14 вопросов как раз-таки четко ставятся те вопросы, которые ставит Украина и правозащитные организации. Поэтому вот то, что сегодня произошло, это очередное судилище над нашими соотечественниками в контексте именно использования российского законодательства, при этом с нарушением Женевской конвенции, потому что на оккупированной территории должно распространяться украинское законодательство. И как раз вопросы, которые ставит Комитет по правам человека при подготовке 8-го отчета, как раз таки там есть перечень, учитываются эти все моменты. Поэтому здесь я думаю, что в данном случае нужно четко обозначать эти проблемы, нужно напоминать об этом, и, соответственно, мы видим адекватную, я бы сказал бы так, реакцию компетентных международных организаций в этом направлении. А вот то, что как раз-таки ситуация с Эрнестом Аметовым, не знаю, может быть, здесь и сыграла большую роль, в том числе и этот документ с запросом непосредственно к Российской Федерации, для того, чтобы продемонстрировать, что Российская Федерация пытается продемонстрировать, что не под одну гребенку они все гребут, а вот, пожалуйста, есть какой-то результат. Поэтому здесь, я же говорю, это требует еще дополнительного анализа, для того, чтобы можно было бы с уверенностью четко говорить и, соответственно, может быть, пересматривать или дополнять пересматривать стратегию именно наших дипломатических служб в этом направлении. Я бы сказал, что пока мы все-таки получаем определенные результаты, и результаты в контексте реакции авторитетных международных организаций. И поэтому я думаю, что своевременная реакция Министерства закордонных справ Украины по сегодняшним событиям, это очень важно. Также мы сделали заявление от Крымско-Татарского ресурсного центра, сделал заявление Президиума Меджлиса крымско-татарского народа. И, соответственно, конечно же, наша задача, чтобы эта информация пошла дальше, чтобы была реакция ряда стран-партнеров Украины или союзников Украины, а также международных организаций, в том числе по данному приговору, который произошел, который вынес сегодня Южный окружной суд военный Російської Федерації. Пане Ескандере, ну от якщо вже говорити про відповідальність злочинців. Сьогодні в інтерв'ю Лівому берегу, мені здається, Лівий берег, це був пані Тихановська, білоруська опозиціонерка, кандидат на президентських виборах, вона заявила про те, що вони будуть створювати список Колєснікової.
тобто тієї опозиційної діячки, яка зараз є ув'язнена в Мінську. Щодо порушення прав людини, ми пам'ятаємо, був список Магнітського, ми пам'ятаємо, був список Сенцова-Савченка. Чи не прийшов час робити список, якийсь певний список, як злочинів, так і жертв, і домагатися персональних санкцій проти тих, хто веде такі справи, фабрикує такі справи, виносить такі рішення? Це перше питання. Тобто на такому... І хто тоді має це робити? Це робить держава чи це роблять громадські організації? Як ви бачите вирішення такого, такий крок? Смотрите, дело в том, что над списком постоянно ведется работа, и в частности Крымско-Татарский ресурсный центр ведет работу в этом направлении. Но мы должны понимать, я сейчас поэтапно отвечу на ваши вопросы относительно списка. Список может называться по-разному, но дело в том, что если в том или ином государстве закон аналог акта Магнитского. И вот как раз таки мы можем на сегодняшний день пока назвать всего 6 стран. Это получается Канада, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и страны Балтии. 3 страны. К сожалению, далее этот процесс пока идет медленно, но мы видим, что все-таки есть позитивная динамика. К примеру, в Италии начинают созревать к этому вопросу, в Австралии начинают созревать к этому вопросу, в Голландии, то есть в Конгрессе Нидерландов уже заявили о том, что они готовы поддерживать или инициировать принятие подобного закона аналога Европейским парламентом. Но, опять же, это коммуникационные процедуры, и мы в том числе стараемся проводить ряд круглых столов, встречи с депутатами и так далее, для того, чтобы объяснять, насколько важно, чтобы в том или ином государстве был закон или акт, аналог акту Магнитского, и причем в каждой стране он разный. К примеру, если мы возьмем страны Балтии, то там речь идет просто о запрете на въезд. Если мы берем Британию, то там более жесткий подход. Кроме того, кто может подавать? Сегодня действительно есть платформа при Министерстве иностранных дел Украины, куда мы тоже входим, и, соответственно, обсуждается список, который можно было бы подать на тех чиновников, которые принимают решения, преступные решения в отношении наших граждан. С другой стороны, ряд законодательных актов в той или иной стране предусматривает ряд разных подходов. К примеру, мы можем подать, и общественная организация может подать. И мы в этом направлении работаем с компетентными органами тех или иных стран. Поэтому мы можем назвать по-разному. Список там условно Сенцова, тогда много об этом заявляли, но это больше символически было. Или мы, например, стали инициировать после трагической гибели Мусы Сулейманова список, несмотря на то, что кроме тех чиновников, в том числе список Мусы Сулейманова, то есть это список тех судей, тех прокуроров, тех представителей силовых структур, которые причастны к арестам отцов, у которых есть несовершеннолетние дети, эти дети лишены права на надлежащий уход. И, соответственно, мы сегодня уже говорим почти о 200 детях, которые, среди них порядка, по-моему, 180 детей несовершеннолетнего возраста, и, соответственно, они лишены ухода надлежащего, и они являются потенциальными жертвами вот таких трагических событий, которые произошли с Мусой Сулеймановым. Поэтому вот здесь называться могут по-разному, но самое главное, чтобы это реализовывалось, и важно, чтобы принимались законы-аналоги в той или иной стране. Вот, к примеру, мы проводили встречи в Австрии. Понятно, что одно дело для российских чиновников, там, допустим, закон-аналог балтийских стран может быть менее актуален, и они могут туда не поехать. Но для российских чиновников, которые имеют счета, условно, в Швейцарии, или имеют счета там, в австрийских банках и так далее, то, конечно, для них это будет существенно, и, соответственно, эти персональные санкции, они будут более иметь больший эффект. Поэтому в данном случае эта работа продолжается, и мы идем двумя путями. Первый путь – это непосредственно, чтобы
все-таки проводить агитационные кампании с депутатами Европарламента, а избрались в новый созыв, который избрались на выборах 2019 года новые депутаты, которые не владеют этой информацией. И с другой стороны, второй путь – это работа с национальными парламентами. А мы знаем, что в 2018-2019 году прошли выборы, и в 2017 выборы в национальные парламенты ряда европейских стран, и, соответственно, туда тоже вошли, стали депутатами новые лица, которые, может быть, и не владеют информацией о том, что существует закон о налогах, вернее, акт Магнитского, и существуют законы-аналоги Магнитского. И поэтому нам нужно работать как на национальных уровнях, так и на уровне общеевропейском, то есть в Европейском парламенте. Дякую, пане Іскандере. З нами був Ескандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу і голова Кримськотатарського ресурсного центру. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. І перед тим, як попрощатися і передати слово своїм колегам з новинною кримськотатарською мовою, я теж хочу доєднатися. Ми всі поздоровляємо пана Аметова з тим, що його звільнили, тому що це велика радість. Коли звільняють одного, це дає надію багатьом. Ну що ж, на все добре, друзі. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. І я вам нагадую підписуватися на нашу сторіночку у Фейсбуці і залишати свої коментарі під нашими новинами. На все добре. Я жду тебя, отец родной. Я жду и днем. Салям алейкум. Салям алейкум. Benim adım Yunus. Benim adım Yusuf. Benim babam Sevir Mustafaev 2,5 yıl hapiste oturdu. Антисептик не берете с собой? Нет, а надо? Не знаю, ваш коллега берет, поэтому я спрашиваю. Ну, желательно.
для вас лучше. Я так думаю. Ну, Как смотрите, это так. просто еще если за антисептик думать, это будет вообще капец. Это вам решать, да. Чуть меньше шрифт сделай, пожалуйста, 44. Ухо левое, да? Угу. Насколько помню. Так. А ну-ка. Ага. Как там по громкости? Поговорите со мной, пожалуйста. Есть, Нормально, есть, да? да. Почитаем? Ассаламу алейкум, Харам телеканалында, Юа Харам телеканалында хабарлар жанлы yayında студияда Имран Усинов чалыша. Нәтижеде umumen 110 ел апыз жазасы бүгін екінші бақшысырай тақымның фигурантларына Ростов шәрінің Арби махкемесі қарар чақарды. Хатырлатам саяси мәбүслер Русия махкемесі қанунсыз терроризмде қабатлай. Saat 1-ге якын Русия Арби махкеме бинасы түбінде саяси мәбүслеріні дестеклемек үшін адамлар топланмаға башлады. Umumen бина янында 600 адамға якын жемат топланды. Шу арада анда акция кечирилди. Саяси мәбүслердің умур аркадашлары Вейсой ахрабалары махкемеде олған вақытта ишгал етілген Қырымда балалар беклей. Олар видео муражат яздылар. Киевнің мерkezінде екі бақшысырай сақты жинайы іштің фигурантларына қол тұтмақ үшін акция кечірділер. Мұсақилық мейданында 50-ден зиеде адам топланды. Елерінде Қырым татар халқына қаршы сақты жинайы